По состоянию на 17 ноября в Кыргызской республике зарегистрировано 486 случаев COVID-19. Всего за весь период 67 469 случаев, в том числе лабораторно подтвержденные 34 841, клинико-эпидемически диагностированные 32 628 случаев. Учитывая продолжение пандемии новой коронавирусной инфекции, Министерством здравоохранения составлен план по улучшению готовности в осенне-зимний период. Дополнительно организованы стационары, закуплен и создан запас лекарственных препаратов, оборудование, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, 10 средств антисептики. Отремонтировано 9 стационаров и построено 3 новых стационара для приема и оказания необходимой неотложной помощи больным с коронавирусной инфекцией. Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнур Ахматова рассказала, какая работа проводится по вакцинации населения Кыргызстана от COVID-19 со стороны Министерства здравоохранения Кыргызской республики. И также необходимо отметить, что на сегодняшний день для того, чтобы разработать все те целевые группы, которые будут получать вакцину, каким образом она будет проходить, какие группы будут охвачены, также какая информационная работа будет проводиться. В Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая составляет план мероприятий по проведению вакцины COVID-19, только, конечно, в том случае, когда закончатся все клинические испытания. За 17 дней ноября COVID-19 в Кыргызстане выявлено у 157 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них 153 случая лабораторно подтвержденные, 4 случая внебольничной пневмонии. Недавно в некоторых школах учителя сдавали ПЦР-тесты, и у многих педагогов анализ вышел положительным. По словам специалистов, открывать школы пока рано. Но мы знаем про так называемый васкулит, и мы видим, что по исследованиям хотя внешне не проявляется, они меньше болеют, но внутренние органы у детей, у молодых людей поражаются. И мы можем иметь дальнейшие осложнения у наших детей. Поэтому мы должны переждать этот пик все-таки. И я думаю, что разумно будет начать вот с 3-й четверти, с 1 января, после Нового года обучения. Тогда пройдет пик, и все-таки будут уже, может быть, какие-то места в больницах, чтобы, если вдруг будет необходимость. На данный момент государственные органы просто успокаивают людей, объясняя это тем, что все под контролем. Но на самом деле запасы лекарств, купленные ранее со стороны Министерства здравоохранения, хватит лишь на конец этого месяца, уверены специалисты. Но в декабре почти все лекарства люди будут покупать сами. А мы знаем, что и так население обеднело. Поэтому в этом плане будет тяжело, если правительство не изыщет дополнительные деньги и не выделит. Это первое. Понятно, что и в аптеках будут дорожать лекарства, и людям придется очень тяжело. Во-вторых, если говорить о мотивации, летом врачи болели, работали очень напряженно на месяца 2. Сейчас у нас получается ноябрь и по февраль. Вот эти же самые 4 месяца они будут в красных зонах работать в самом высоком напряжении, потому что до февраля не будет спадать количество больных, а им компенсация, положенные 200 тысяч, которые переболели, из 2000 человек там выплатили 50 врачам. Какая мотивация будет у врачей? Отметим, на 17 ноября 2020 года всего зарегистрировано 1207 случаев с летальным исходом от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии. Из них лабораторно подтвержденные 335, клинико-эпидемически подтвержденные 872. За минувшие сутки умерли 4 пациента с коронавирусом, 2 в Бишкеке, по 1 в Таласской и Чуйской областях. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.